Презентацию видно? Видно. Да, да, Вот. видно. Ну, значит, это очередной небольшой такой исторический экскурс. Это пособие, написанное неким, я думаю, что он был чехом, судя по фамилии, Паулем Пеличем, опубликованное в 1543 году. Вот видите, там римскими цифрами внизу написано МД. X, 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 да, вот это вот. Дата, значит, это пособие для немецких печатников и вообще немцев для чтения идиша. То есть мы видим, что уже 500 лет назад это была, в общем, проблема актуальная, потому что, во-первых, книги печатались далеко не только евреями, были, в общем, печатники. Многие печатники были ветеранами, которым нужно было учиться хотя бы набирать идиш. Вот, были миссионеры, потому что в конце вот этого просто транскрипция «Отче наш» по-немецки еврейскими буквами, ну, как бы вот в качестве примера, вот как писать на идише. То есть такое забавное пособие, потому что в то время все-таки немцы как-то в общем понимали более или менее, вот это на каком евреи разговаривают. Вот. Но тем не менее, интересный пример. Вот почему-то у меня выпрыгивает браузер какой-то. Так, А звук у всех заикается или только у меня одного? У всех. Да, звук у немножко всех искажен. тут чего-то. Ну, У меня тут тоже вроде как плохой звук. собираются выделить Bluetooth. больший бюджет, значит, государственный на блокировку интернета, больше, чем на науку в этом году и в следующем. Так что, в общем, мы будем ожидать каких-то новых фокусов, наверное, с интернетом. Да. Так, ну вот смотрите. Дано указание, как, значит, читать буквы. Так, кстати, браво. Браво. Непонятно откуда. Так, вот, смотрите, значит, дано указание, как читать, собственно, на базовом каком-то уровне. Значит, даны интересные указания по дифтонгам. Смотрите, что значит «ю», то есть вот усумлял, по каким-то причинам воспринимал, что это надо писать как вов ют, вот видите, да? А значит, соответственно, просто себя противоречит, потому что внизу этот самый Пауль Гелич пишет, что надо писать через йод, ют, гитвов, это более логично как. Вот, значит, это ау писать как алиф, вов, ют, то есть вот были какие-то конвенции, как пытались люди, в общем, стандартизировать в то время уже какую-то орфографию идишев печати. И это пособие было для, собственно, печатников, потому что которые... И не только немецких, потому что Богемия была тоже большим, Прага была большим центром печатания в 15 и Базель, значит, Швейцария. То есть, в общем, это было много кому нужно. Вот, смотрите в этом пособии. Почему у меня выпрыгивает браузер сам собой? Вот, смотрите, значит, вот он приводит какой-то пример. Я думаю, что сам этот автор, он, в общем, не очень хорошо понимал, правильно говорить, потому что был, был христианином, лютеранином, немцем. Ну вот он приводит интересные примеры, как, значит, совершенно год, вот там с месяц, тамус, да, вот он говорит, монат тамус, in your shin gimel, значит, 303, там на другой странице шифровывает как числа шифровывать, лепокотан, значит, вот по еврейски
это исчисление, что такое там 300, 303 он таблицу приводит, Рувен бар Шимон, значит, по ин нун, значит, это в каком-то городе, там, я не знаю. Нун, штат, значит, в таком-то городе, и вот он приводит, как писать. Ну, вот такое пособие. То есть мы видим, что 500 лет назад уже, в общем, книгопечатание на идише развивалось, и выходили такие вот, в общем, материалы для того, чтобы люди могли, не только евреи, могли понимать, как читать и как набирать тексты на этом языке, по крайней мере. То есть, в общем, это один из первых примеров вообще интереса христианских гебраистов к идишу. Ну, теперь давайте читать. Ну, то вот остановились мы на... Ну, давайте прочитаем немножко, повторим просто. Фарбос, шлоф, нит. Сверху, видите, вот там где-то с Пушкиным Монпасье инханд, значит, когда это Света, дочь Элки, Элке. взяла коробочку Монпасье. И дальше, ну вот Ольга, может быть, прочитает. Так, сейчас я пытаюсь только сообразить, где мы остановились в тот раз. Это мы уже... Вопросительный знак фарбос, шлоф, нит. Так. Und was noch? Мы читали? Нет, не помню уже. Нет, значит, где поснова? Мы там прочитали, правда, значит, ну где-то вот, ну. Так, пытаюсь найти, какое именно место. Сейчас пока не вижу. Ну, а ты можешь просто с любого места начать где-нибудь, но не с самого начала. Ну, я могу тогда со странички этой сверху пойдет. Good. Да. Ага. Так, а куда Good. делся, куда с Аса с Михаилом куда-то убежали у нас, вот так быстро. Ну, наверное, связь. У нас отвратительная сегодня связь на первом идише. Что Так, тратят ладно. бюджет, вообще гениальное. Бюджет Да, на то есть блоки. Блокировать куда? не могли Это пользоваться. просто додуматься до такого. Ну, в общем. Так, ход света, бетон. Хорошо. Света жала кулачок, да? Шук. Сейчас, одну секунду. Попробую уничтожить вот этот, браузер, который сам с собой выскакивает. Нет, его вытаскивает, непонятно зачем. Сейчас, секунду. Ну, неважно, ладно. Так, значит, где тогда ты начинаешь читать? Откуда? Я начала с самого верха 5-й странички. Гуд – это там, где Света жала кулачок. Нет, мы туда еще не дошли, значит, мы не дочитали еще в предыдущую страницу. Хорошо. Так, тогда внизу странички возьму. Und was noch? А что еще? Ферте, Алдефарте,
seinen, Да, где это в основе? Я что-то не... а вот отдельная реплика сама по себе. Und was noch? А что еще? И что еще? А что? Это конец 4. А мы тоже еще не дошли, значит, количество свидетельств по Роснов, да, ну да, мы туда мы дошли. Ага. Так, und auf der Fährte seinen fahren ein ähnliches Holder Давай еще пройдем, мы не прочитали фразу, значит, где приез братьев и сестер. Оба мира спаран. Оба мира спаран. Видишь это? Ага, да. Оба мир из Сфаран, а Мейделе ви ду ун Айнгеле, да? Und Айнгеле, Унаингеле, Абисел, Элдер, Мейделе, Мейделе, Элде. Элтер. Ага, Элтер. Мейделе, Абисел, Ингер. Ингер. Noch Ингеле. Так. Шолемке, Кляйнинкер. Так. И так, значит, у меня есть так, Фаран. Это, вот Фаран не помню. Тоже, Фаран, наверное, да? Это значит есть у меня, есть. Значит, у меня есть девочка, как ты, и мальчик немножечко старше, и девочка немножко младше, и еще мальчик, зовут его Шмуэлке, самый-самый маленький, ну, наименьший, самый маленький. Но Шолемке, да. Шолемке, не Шмуэлке, а Шолемке. Шолемке, ага. Это Соломончик, да, получается? Так. Нет, это Шолем, не Соломончик, Шлоймес. Соломончик это Шлоймес. Шолем. Так, ага. Mit wenn ich zu Sfilen Westdu Hobben und Unakatz is ba uns Fahrt und Hund und мой und Teuben Fuller
Бой, бойдет. Бойдет. Бойдем, 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 Бойдем. Бойдем. Ага. бой. Значит, Так. фаран это очень частотное, очень важное слово, которое обязательно нужно знать. Фаран это значит присутствует, есть. Мгм. Это типа there is, Которое there are, может... да? Да, Типа совершенно верно. английского there is, there Да, are, да? можно его использовать без глагола, как бы официально лучше использовать глаголом, чтобы баун, там, баунс и фаран. Но можно начать фаран, допустим, как вот фаран mention возоган, то есть бывают люди, которые там что-то говорят, допустим. Да, то есть можно это слово употреблять без глагола в некоторых случаях. То есть Мгм. фаран амейнун, да, существует мнение. Мгм. Так, ага. С кем же я так, с кем же я буду играть? Э, не ну, ты знаешь, э, и, Э, э, и кошка, Знаю, э, с кем я, с там кем, есть, а с кем ты там, с кем тебе там будет, с кем ты там будешь играть? У Медвемензих Тушпилан, ага. С по кем же ты Стокгольму будешь? будет с кем играть. Нет, Мгм. и будет тебе с кем играть. Но потому что А, он утвердительно, этот мгм. самый наш утвердитель говорит, что как бы у меня есть дети, Ага. несколько детей, значит, будет играть у меня дома, значит, и Хадес bei uns voran, und ein Hund, und Teuben auf Fuller Beut. Мгм. Так, Значит, и здесь ага. буквально И кошка поедет с нами, и нет, собака. нет, нет. Кошка у нас есть, буквально как по-русски. Унакац из Балуса. Кошка у нас есть. Так, а фаран, вот это, фаран куда? А, это фаран, да, вот это вот. Фаран Фу, унакац из Балуса. И фаран, кошка да. у И нас кошка. есть, да. Так, и так, Тойхен. Так, Тойбм, тойбм, тойбм. Тойбен, Фуллер Бойдем. Так, вот тут я. А Фуллер Бойда. И Значит, кошка, и собака. голубей. Нет, Ага. и кошка у нас есть. Голубей полный чердак. Бойдом это чердак. Голубятня значит. Я думаю, ага. А я читаю как Байден. Тойбм, Мгм. а значит, тойба голубь, тойбм, а фур бойдом. То есть, еще раз, Мгм. вот эта фраза, синтаксис тут совершенно такой, как по-русски, абсолютно одна. Карлбон, Сарану, Гунтон, Тойбма, Фуллербойном. И кошка у нас есть, и собака, и голубей полный. Значит, как Мгм. строена фраза, я говорил про такую конструкцию, которую называют квантитатив. То есть, например, мы говорим о глос вас, а не глос фун вас. То есть, Мгм. если мы используем, как бы, хотим выразить что-то, там, людей. А tail mention, Мгм. час людей. А tail mention. Нам не нужно никакого предлога, никакого дополнительного падежа. То есть, нет. For mention пара человек, а thousand mention 1000 человек. А глаз вассер, а глаз вайн, значит, стакан вина, стакан воды. А немер вассер, ведро воды. И так далее. Значит, здесь как бы оно переставлено местами, то есть а Фуллер Бойдом Тойм, можно сказать, да, полный чердак голубей.
То есть у нас Голубей. вот Ага. есть сколько голубей, мы говорим, мы применяем вот этот вот квантитатив, то есть мы говорим, что Фуллер Бойдом Тойбом. Можно переставить, он Тойбом Фуллер Бойдом. То есть, например, если мы говорим, «Подбив ведро», да? Он Вассараненер. Можно инвертировать этот самый вот эту конструкцию. Флаш. Война Ганса Флаш. То есть вот так вот мы можем как бы переставить. Он Тойдма Фуллер Бойдом. То есть по-русски это переводится буквально полный чердак, падежа тут грамматического нету. То есть это называется квантитатив, когда мы к какому-то количеству просто механически присоединяем название этих предметов, причем вся конструкция может быть в любом падеже. То есть и Хобгезен, Афул Бойдом Тойден, да, я увидел полный чердак голубей, Афулан Бойдом Тойден. Бамирас, ich bin zugegangen, Фулан Бойдом. Вот здесь мы говорим, голубей, полный чердак, Тойден, Афулан Бойдом. Ну, дальше. Und was noch? А еще что там? Und А что еще? А что еще? Und auf der Firma seinen voran Indikes. Sein. Ага. Voran Indikes. Der Holder. Холдер. Это значит, сразу я подсказываю, это звукоподражание просто индюкам. Холдер. Holder. Ага. Это подражание такое. Угу. Так, и на ферме... У нас есть, и на ферме есть вот опять фаран, да? И на ферме есть холдер, то есть вот они так говорят, холдер. Угу. То есть как петух говорит кукареку, а индюк говорит холдер. Так, он качкелех генду. В общем, утки и индюки, наверное. И уточки, и гуси. Качкелах, гуси. и уточки, и гуси. Значит, Уточки, гуси. гусеньки тоже можно сказать, гензелах. Качкелах, гензелах, ну, в общем, и уточки, и гуси. Так, ну, может быть, Михаил дальше немножко почитает. Так, а это вот второй ун-воз ног, да, вот этот? Очень плохо слышно. Да, сегодня вот все жалуются, что эти глюки. Так. Немножко увеличить. Так. Сейчас увеличу и пойдет. Он в основе. Зависает. Так. Он в основе. Так, он Сазерим. Хазейрим. Хазерим. Он Келбел. Лошикис. Так, Райтендик, Кенсту, Райтендик.
Тут это про езду Райтинг это верхом, правильно? скакать. Скакать верхом. Да, верхом ты умеешь ездить. Мгм. Умеешь. И- Так, Йо Райтон auf as Emerson fährt. Э, Так, я себя слышу очень хорошо. Так, значит, Света удивляется, да, райтендик, то есть скакать. Значит, Да, смотрите, Хазерим, квитка, ударение ставится на первый слог. А по-русски почему-то принято переводить как квитко. Но вообще говоря, он квитка. Так вот, либо квитка, нет, это творение, которое по-русски Дана Ванна. В оригинале оно написано на идыше, и там как раз вот Хазерим. Синонимы употребляются в этом стихотворении хазарлах, то есть поросятки, и хазеримлах. То есть можно, смотрите, присоединить вот это лах как бы к множественному числу, может, к единственному числу. Некоторые слова это меняет смысл, то есть, например, хозяин, балабеслер, это балбесы, в русском языке балбесы, собственно говоря, язык, а можно сказать балабатим, такие вот молодые домохозяева. А в случае поросят, мы понимаем, что это не самое чувство существительное поросята. Так вот, можно и так сказать. И у квитка есть оба этих синонима. Вот, Вань, в газеле, значит, которые потом, кстати, можем в следующий раз прочитать в оригинале. Прикольно стихотворение. Да, так, значит, Михаил и поросята, Хазеримлах. что-то... Слышно? Тут мы на лошади вроде остановились. Вот Йо Райтон auf Emerson fährt. Вся фраза, значит, и поросята, и келбелах. Келбелах это и телята, а калб это теленок, келбела телята, Ну, и я понял, да, телята, и понял. поросята, и телята, и эти самые, и ребята, лошади, лошадки. Райтинг, энстофорен, ты умеешь скакать на ком? Райтинг, Верхом, да. вот. Йо, Райсон, Афанасьон, Фэр. Да, скакать на настоящей лошади. Да. Нейн, Веун, их, дих, Да. ойс, лернен. Нет, я тебя научу. Мгм. Ан эмес маме. Ход зих гекут мит Умгекук? ди бувое. Ойган аф элке. Ой, правда, мама? То есть, когда она спрашивает. Правда, мама? Так, и она тут оглянулась или это... Оглянулась с голубыми глазами, посмотрела на Элку, на свою маму. Мама, это Ага. правда? Она оглянулась, куки-ку. Оглянулась на Элку. Дразих ойс митен понем цудер ванд уншлов. Дрей заходит. Да, дрейзих. Повернуться лицом к стене и спать, наверное, так, да? Повернись лицом к стене и спи. У них был форан. У них был форан. Он ас их вел форн, велн их дих
Mitnehmen, Gut, это я вопрос. если поеду, возьму тебя с собой, имеется в виду. тебя с собой. Когда поеду, я тебя с собой прихвачу. Мина. В этом случае, как поеду, так я тебя с собой прихвачу. Good. Ну, теперь следующая страница. Так, Павел, следующая страница. Слышно? Павел, тебя не слышно. Павел, Сейчас что там делает? сейчас что-то делает. Не слышно. Звук не слышно. Не работает. Так, ну тогда пока Павел звук настраивает, Оля тогда дальше. Может, я Начало, почитаю вот теперь тогда. гуд. Начало. Да, вот да, там, где я Ага, да, пыталась давай. читать. Гуд, Свете, Шокл, Шокол. Гетон. Хорошо, Света сделала что-то. Значит, что навести, значит, стряхнула, как бы махнула гетона, шокол гетон, митн кэпл, значит, это она имеется в виду, так, какой-то звук мы слышали. Значит, Света Махнула кивнула кулачком. в данном случае. Вообще, нет, кэпл, митн кэпл. Да, головой. хорошо, Света Кивнула. кивнула. А потом Ага. кивнула. Шокла на это может быть пести, может быть шатать, но в данном Мгм. случае кивать. Кивнула головой, ну, уменьшительная форма, да, кэпл. Ну, Дала ложкой, дядя, это дядя, Норзал Нитавеген га маме. Зол дер дядя Bleiben bei uns. Это дяденька не должен Мама. Тут дядя не уходит. Да, то есть, но пусть дяденька не уходит. Норзол, дер дядя, то есть тут ну, пускай дяденька идет, мама. Да, Золдер, дядя, Блаймбаун. Значит, ну, пускай дядя у нас останется. Понятно сразу? Да? Да. Ну, Так, надо отметить, что как родственник Феттер. Дядя как родственник найдешь у Феттер, а в данном случае дядя это вот именно какой-то чужой человек, как вот как обращается. А тебе сейчас что-нибудь подарит. Дядя в таком смысле. То есть вот в таком смысле, как по-русски тоже говорят, видишь, можно дядюшка это Феттер. Ага. Так, Дек их Школен zu Декзих. Ага. Декзих zu Schlaf.
Ход Индеремисон. Это советское написание, значит, Индеремисон. тем временем, да? Индеремисон. Нет, по правде, на самом Так, гуд, рак sich schon zu так, schlafen. где мы, куда мы, Ход in der App. Бейзер, Дексак Шоин Цу Уншлов. Мы прочитали, вот. Ход Elke in der Emerson Бейзер Гетон, а Бейзер Гетон. Beizer geton. Schon spät dir ist schon lang nicht schlafen. Так, Значит, Элки. тут внимательно эту фразу давайте разберем. Дексах шоин цу. Значит, прикройся уже. Прикройся уже, то есть один, прикройся. Дексах цу декан, да? Дексах шоин цу. Прикройся уже. И спи. Мгм. Так, укройся уже и спи. Элки на самом деле действительно какое-то разовое... Бейзер где-то. Бейзер это значит зиха бейзер гетон, а бейзер он злится, то есть она не на ребенка немножко обратная опять форма глагола. Зиха бейзер гетон, то есть она на секунду разозлилась на Светку. Она немножко разозлилась в этот момент. Шойншпет, уже поздно. Поздно, тебе уже давно пора спать. Да. Атеер Тохтерл. Атаер Тохтер Бадир. Ход Ход Шефтл из... Там диминутив. Техтерл, да, получается? И Навайла что-то вроде славная у тебя доченька, да? Ну да, значит, смотри, тайр – это очень важное слово, которое надо помнить. Тайр – это дорогая. Но в данном случае славная. То есть какая дорогая, прекрасная дочка, Техтерл. Тут Техтерл. Вот, кстати, пример того, как в разговорном идише можно глагол опускать. То есть, смотри, Атайр Техтерл Бадир. Да, хорошая доченька, да, доченька. У тебя глагола нет, потому что как бы он не нужен, тут все понятно. Как бы формально должна быть Техтерл из Бадир, да, но здесь из не нужно, потому что такая разговорная живая речь. Шефтл и Наваль. Из Вейле Арум Штил Гузок. Тихо сказал. Через время, чуть позднее, тихо сказал шеф. Ну, какое-то время, то есть там через какое-то там, авайларум, то есть может быть несколько секунд, так вот он подумал, и на авайларум через некоторое время тихо сказал. Ну, то есть сделал паузу и тихо сказал. Так, может быть, теперь пар, если он работает. Раз, меня слышно? Слышно, да. Хорошо. Elke had omgezonden, das Spelen geschleppt, was verdeckt geworden, zu weggewinnen,
äh, und Preußen am größten. In Zimmer ist geworden, Dinkel viele ungenehmer. Элка зажгла маленькую настольную лампу, которая была покрыта зеленым абажуром, и выключила большую лампу. Да, большую лампу. Ну да. В комнате стало Ну, то есть тускло и даже люстра. как приятнее, тусклее, что ли, или приятнее. И даже приятнее. Стало Ангелина. тусклее, как бы темнее, в комнате стало темнее и даже приятнее как-то, ну, более так вот интимно, приятно. Уютно, да? Mhm. Мгм. Zu der Schein ist sie gewohnt. Hotelke nicht hoch gesagt. Elke hat geöffnet das Fenster, das leichte Verhängel hat sich weggetan und es hat Форгенгл, sie getan. Форгенгл, ударение на Форгенгл. Vorhängel hat sie weggetan und es hat von draußen sie getan mit frischer Luft. Ergens weit konnte ich in Park hat noch gespielt Musik und sie haben sich vertrogen her etwas vertäubte Klangen von einer bekannten Vals. Ага. Так, вот сюда Шайн. Под цвет она что-то Она привыкла к цвету. Она привыкла к цвету. Все, она привыкла к свету. Сказала негромко Элка. Элка открыла окно. Так, легкий. Так, das leichte Vorhängen. Занавесочкой. Легкая занавесочка. Легкая занавесочка, да, качнулась и снаружи потянула свежим воздухом. Так что ли? Да, тут однократные формы глагола. Вигетон, контройсон цигетон. Где-то вдали, где-то вдалеке, вдали, да, возможно, в парке уже играла музыка. Еще играла музыка. Еще играла музыка. И доносилось сюда что-то. Доносились сюда немного как бы приглушенные звуки знакомого вальса. Знакомого вальса. Sie ist gesessen, geguckt, einer auf den anderen ungeschwiegen. Они сели, посмотрели друг на друга, в общем, один на другого. И помолчали, что ли, geschwiegen. Ну, помолчали. Помолчали немного. Паузы у нас тут. Обрывается связь. Да, обрывается. Вот что-то ужасно действительно сегодня. Ага. Так. Ну, может быть, Ольга попытается прочитать еще тут пару фраз, потом это к стихотворению. Обратимся. Ольга? Так, сейчас, секундочку. Так, Цудер Шейн из Дальше мы прочитали уже. Du weißt, Шефтл, вот двумя абзацами ниже, там du weißt, Шефтл,
Du weißt, Schäftel, Elke hat gewollt, etwas sagen, Зогн. sagen, nur sich verhaft. Значит, ты знаешь, Шефтл, Элка хотела что-то сказать, но сдержалась, удержала себя. Вел их Бори, так, Бори, так, Буря. так, Бурьянови, так, Бурьяновки. Бурьяновка, о господи, Бурьяновка, таке нит деркенен. В общем, я все-таки... Нет, Бурьянов- неужели я не признаю Бурьяновку? Неужели я не узнаю Бурьяновку? То есть неужели там так все изменилось? Бурьяновку. Он Как это вос нужно? macht, так, хан, Ну какой Ханси, концерт? Хонси. Так, а как поживает, вот не знаю, это человек или Хонси? Нет, это мужское имя. Как желает, это от имени Хонан, Эльхонан, Хоне, Конца. Ага, как поживает Хонси? Так, он Да, да. за так, Калмен Зохот. Зохот, ну Так, какой-то Калмен. еще знакомый. Да, и Калман Зогот. А Калман Зот как поживает тоже, да, получается? Так, Вовен seinen так, Вовон seinem Gedenkst Ты Gewinn помнишь его Вову? Ага. Ну, я просто перевожу, да. Ты помнишь его Вову, то есть его сына? Ага. Так, Вемен Бадир из так, Пьянерн от так, отряд. Да, Отряд. Так, Все просто. ага. Значит, так, Бадир, это у тебя, да? У тебя... Был у тебя в отряде. Вот опять синтаксис совершенно по-русски. Был у тебя в пионерском отряде. Помнишь его Вову? Был у тебя Гивен Бадир. В пионерском был у тебя отряде. пионерском. Ага. Gedenk думаю, Форштейцих. Помню, Помню, конечно, само да? собой помню. Ну, конечно, в Форштейцах, понятно, само собой, разумеется. В Форштейцах. Так, Шойн, Хосен, Бохер. Очень интересно смотреть. Значит, тут шведское написание Хосен Бохер. Хосен — это жених,
Мгм. Бохер – это молодой парень, да, то есть Хосенбохер – это уже жених молодой. Ага, Хосенбоха, да. Der der bester äh, äh, Traktorist bei uns. У нас он самый лучший тракторист. Так, spaziert mit Бонси, так, Бонсис, это вот это имя было, Консис, Бонсис, Техтерл, Бонсис Техтерл, mit Гехам, Нехамкен. Гехамкен, Гехамкен. Мгм. Нехамкен, с Нехамкен. Ну, А, зовут да, так эту Нехамкен. девочку. Значит, он, ну, как мы говорили, гуляет, да? Значит, он встречается Да. с дочуркой, дочерью этого Хонсия, Хонсу? Нихамой. Нехам. Мгм. Так, Geworn, Шей Мейдл, Ви Begold. В общем, она превратилась в такую красивую девушку. Это либо как золото, либо как голда римское имя. Голда, да? Нет, золото, что просто золото. Не девушка, а золото, да, понятно. Да, то есть такая стала красивая девушка. Золото. Золотко. Мгм. Мгм. Арбет ба мир. Нет, не туда написала. Арбет ба... Нет. Нет, таки Бамир, это я думала, проскочила строку. Бамир ин бригад. Работает со мной в одной бригаде. Ин Харпст. Нет, ин Харпст. Да, Вайст. наидус и Харпс. Ну да, Ойс. Herbst по-немецки осень, да. In Herbst weist Вайсто. Вайстойс – это очень распространенная фраза, которую надо запомнить. Вайстойс – видать. Видать. медаль? Ну, вайстойс, Я то не... есть видать. Наверное, скорее всего. То есть, Weist ойс Велен мир Хулен Уля. аф Хулен аф Зейер Басе Хасан. Хассена. Хасан. Вот. Так, значит, осенью наверняка, в общем, мы будем гулять на ее свадьбе. На их свадьбе. Их, да? Ну Так. что, может быть, к стихотворению перейдем или еще одно прочитаем? Давайте стихи. Да, давайте стихи. Значит, стихотворение будет как раз в среду опубликовано в Биробиджан Штерн. И это целая история. Вот я сейчас как раз Павлу мы расскажем. С Олей мы когда Биробиджан, зашли в ЦВЛ, Центр восточных литератур Российской государственной библиотеки, то есть Ленинки. И там, конечно, фонд книг на идише. Заказывали всякие книжки, смотрели. И вот был такой поэт, который погиб совсем молодым на фронте, значит, родился в 15 году. И в 41 году, там в какие-то первые месяцы войны, значит, погиб. По данным советского сборника Дейлира, который был в 85 году значит, к 40-летию Победы
издавна написано, что он погиб, защищая Киев, то есть когда, значит, фашисты напали на Советский Союз, там, значит, участвовал в обороне Киева, то есть это уже какие-то самое начало там войны. На сайте «Память с народом» и там какой-то другой, какой-то есть Григорий Дубинский, но там непонятно, вроде когда-то совпадает, написано, что он родился в Сталина, то есть вот в Донецке нынешнем. Но по сборнику, который мы перелистали, я его внимательно перечитал. В общем, все детство, вся его семья там, детство он провел, и вся семья провела в Киеве. Он там, значит, жил в Киеве до, собственно, войны, и, видимо, действительно погиб, защищая Киев на фронте. То есть, в общем, у него там география очень интересна. То есть, вот такой вот пример. Я пытался реконструировать хоть что-то о его биографии, исходя из стихов. То есть биография у него печальная, он потерял брата, он потерял, у него была возлюбленная какая-то, значит, с которой он был знаком, ну, подруга детства. Она потом уехала в Москву, там она вышла замуж, его возлюбленная, значит, он к ней поехал потом в Москву, она его пригласила, они с ней гуляли по паркам, там подробности. А потом, что все, последняя встреча, они прощаются, потому что у нее там своя жизнь. Он надеется, что она будет еще ему письма писать, писал там ей, продолжал стихи, значит, любовные стихи. А когда она собиралась уже рожать сына, то погибла. Видимо, при тяжелых родах там, ну, какие-то были осложнения, я так понимаю. То есть, в общем, жизнь у него была такая вот невеселая, и вот стихотворение такое не очень веселое. Ну, давайте его прочитаем. Ну, вот как раз, может быть, Павел прочитает. Мгм. Так, слышно меня? Раз, раз. Ага. Bronzene Blätter, sich schitten und schitten, es hat sich der Herbst auf den Hor gebitten. Aufs Nei ist der Tag wie ein Kind in einem Wiegel, und hat gelacht, und weint schön wieder. Мгм. Бронзовые листья сыплются и сыплются. Осень ни на волос не что гибитон. Не изменилось. Осень, То есть, ни на волос не изменилась. Это от Байтон, да, получается, партиципиум? Угу, да, гибридный, Мгм. прошедшее время. Мгм. Снова день, как дитя в колыбели. То он смеется, то вот он снова плачет. Die Sonne, wie ein Neusperrer, wie ein Geheimer, guckt in Vernachten durch Zweigen von Bäumen. Солнце, как вот, то есть Шперер, это что такое? Как разведчик. Как разведчик, как Геймер это таинственный какой-то, да? Таинственный что-то, таящийся. Тайный. Как Тайный. разведчик. Как разведчик Как тайный. разведчик, как тайный. Смотрит, как тайный смотрит в вечера через ветви деревьев. Так. Unavaremer Wind, tut zu lieb unser Willen. Guckt noch zu Gast in einen Abend erstillen. Kommt noch zu Gast. Das Herz tut ihm weh, und kann nicht vergessen, dem Reich von Акация. Рейх, наверное. Рейх должна быть. Рейх. Dem Reich Да. von Акации. Ага. Dem Hein und die Besen. Но у него в диалекте, я так понимаю, что в его украинском диалекте это рейх, там, в общем-то, один слог, он смягчается до дифтонга, то есть демрейх.
Dem Reich von Akazie. Dem Reich von Akazie. Dem Reich von de Besen. Antkrointe Berezes, Kashtanen und Klonen, zet aer nakes bakuf Naked. delevone. Naked. Так, ну давайте Naked bakuf переведем. delevone. Мгм. Так, с какого Теплый места там? теплый ветер. И теплый ветер, так, ради Сулибан Зарвелан, так, как это получается? Ради Ну, наших, делает, как мы хотим, делает по нашей воле. Тут Филипп Онзервилл. Значит, делает по по нашей нашему воле. желанию, Мгм. да, По по нашему нашей воле. желанию он приходит в гости в теплыми вечерами, и в тихими вечерами, в тихий вечер. Сердце плачет ему, и он не может забыть запах акации и очарование сирени, что ли? Сирень. Сирени, ага. Анткроинте береза, это напавшие, что ли, анткроинте, то есть безлистные, Без крон, да, безлиственные. бескронные, да, безлистные березы, каштаны и клены, смотрите, вашу наготу смотрит луна, она так, сделала их, она вам подмигивала, что ли? Gewunken. Да, она вам подмигнула. Подмигнула in Blicken Sommer. Jetzt lacht sie von euch und wahrscheinlich euer Ummet. Она вам подмигнула, значит, цветущим летом. Теперь смеется она вам или над вами и освещает вашу, смеется над вами и освещает вашу тоску. Угу. Ich bin nicht kein Bäum, nur ich kann ich nicht schweigen. Es verdreust mich ihr Stummer, Спардрист. Dorstiger, Спардрист. Verdreist Это настоящее. mich ihr Stummer, ihr Dorstiger Neiger. Я не дерево, но я константный швайген. Я не могу молчать. В общем, огорчает меня Штумер. Вот Штумер это тише, молчание, что ли? Ее немое, ее Её- жадное любопытство. Вот как. Угу. Немое жадное любопытство. Так, ich bin nicht kein Bäum, nur in menschlichen Herzen ist euch voranweg von vergangenen Herbsten. Я не дерево, но в человеческом сердце тоже есть боль или плач о прошедших осенях. Осень. Угу. Так что, in einem April, in mein Unheil zum Wegen, hat sich mit meinem Bruder auf ewig gesegnet. Так, вместе, так, in einem April. Как это? Однажды рано утром. Однажды Всё, рано утром. Однажды рано. Так, в начале моих путей, что ли, я с моими братьями Ну да, попрощался навсегда. когда-то в юности. Он был, видимо, совсем молодым и тут. Durch Wolkens Gedichte von Treuer von meinem, die Sonne ist gekommen, sein Schmeichel bescheinen. Значит, сквозь густые облака, из моей печали, сквозь густые облака моей печали солнце пришло
значит, освещать своей улыбкой. Осветить его улыбку. Но его улыбку, то есть Его. улыбку брата, его. который умер. Угу. Так. Дальше пока не вижу. Aufsnai. Mhm. Aufs Neue beeld im dem Atem von Klangen und bin mit sein Schmeichel zum Leben gegangen. Значит, снова я der Filtem чувствую, почувствовал Его почувствовал. его присутствие. Снова я его почувствовал. Dem Atem von Klangen, так дыхание звуков каких-то, von Klangen, или так. Как оно звучит в воздухе, да? Вот это. Да, он Дымотом. как бы снова вспомнил его голос. То есть солнце посветило, солнышко, и вспомнил он о погибшем, умершем, то есть и в юности, в другом стихотворении он пишет, Хершел Дубинский, что его брат был тоже поэтом, писал стихи, они гуляли по Днепру, любили гулять по Подолу, по Подолу, по Днепру, и брат его читал, значит, свои стихи, рассказывал про Генриха Гейне. Вот был такой вот поэтический. Но вот какое-то нечасто случилось, он не говорит что, но как-то он погиб в молодости совсем. Вот, он bin mit seinem Schmeichel zum Leben gegangen. И с его улыбкой пришел я к жизни. То есть я пошел, да, я пришел к жизни, то есть это было совсем в каком-то молодости, это как-то случилось. Так. Geschneit winters gegrist haben Sommers Gegrind. und gegrind haben Sommers und wieder ist Herbst verklärter gekommen. Ну, снегом засыпали зимы, значит, зеленее лето, и снова осень, фарклерта. Задумчивая. Задумчивая. Снова пришла задумчивая осень. Und gleich mit meiner Jugend, ich wollte sich zerscheiden auf Weich von einem Zug und weg ist das Mädel. И так он gleich mit meiner Jugend, и прямо, значит, с моей юностью я их wollte sich zerscheiden, так. Я как бы, ну их волк зацепляет, то есть я как будто снова расстался со своей юностью. Значит, Айхфуненцук, это то ли труба, то ли гудок паровоза. Поезд, да. И, значит, девушка уехала. Avec ist das mein. Его бы gesagt, wie mein Herz soll nicht wehtun, sehr glücklich, mein Zarte, auf Weg dein der Welten. Sehr glücklich, mein Zarte, auf Weg dein der Welten. Я ей сказал, как мое сердце, так и mein Herz soll nicht, как бы не сковало мое сердце, что ли, как бы не плакало мое сердце. Как бы мне не было больно на сердце. Как бы не было мне больно на сердце. Sei glücklich, то есть будь счастлива, моя нежная,
в твоем, значит, в твоей дороге дерве. Выбранный тобой на выбранном тобой пути. А Вейл, это даже выбирать, да? Мгм. избранном тобой Дервейл. пути. Мгм. Так. Айор. Унфунсвейтен. Гейтуф, наверное, да? Шойн Аштерн. Аштерн. Унс. Унс кумтон агрус. Схвел амутер гехверен. Год и, значит, из второго, что ли, за вторым поднимается звезда. И уже подняла звезда второго года. На 1,5 года прошло. Уже поднялась. Угу. Поднялась звезда второго года. И Кумтон Агрус, то есть, как привет. Но приходит, значит, привет. Да, Приходит письмо. привет, я скоро стану сильный. Хвала мутер. Матерью. Мутер, нет, мутер, матерью, я скоро стану мамой. Что-то я путаюсь в словах. Ich hab schon gewollt, mit der Sonne sie begrüßt. Так, стихи, значит, надо открыть презентацию или, Павел, у вас... Да нет, у меня есть открытая презентация. Ага, ну давайте тогда. Может быть, Ольга дочитает? Ich hab schon gewollt, mit Sonne sie begrüßen. Я уже хотел тебя поздравить с сыном. Nor schop sich ihr bliedig lächel zerriss. Лебн, жизнь. Leben zerrissen. Только, ну, в общем, получается, Церисон разорвала. Но ее цветущая жизнь порвалась. Ага. Ну, вот такое вот стихотворение, значит, и вот в этом сборничке, вот этот вот, кстати, Павлу я послал, у Ольги тоже есть. Да. Спасибо. Да, но у нас было 2 уже тиража, я не помню, какой я такой послал тираж, или был немножко другой. Такой, да? Вот да, это, да. Книжечка. Да, потому что было уже 2 тиража, она хорошо, эта книга пошла, но вот про остальных хоть какие-то там нашлись портреты на каких-то архивных сайтах, а вот про Дубинского просто 0. И жизнь у него, конечно, была, судя по всему, печальная, потому что он потерял возлюбленная, во-первых, там выбрала не его, в общем, потом она погибла к тому же, брат его там при каких-то непонятных обстоятельствах погиб. Маленькая его, видимо, сестренка упоминается. Есть у него в сборнике стихотворения 12-летней Бейлке. Отсюда Цвелтьерикер Бейлке, значит, которая там, как он описывает, к нам пришла-то, я помню, как-то родилась, то есть это либо сестра, может быть, кузина, но, наверное, младшая сестра. И еще там есть очень интересная серия стихов про Крым, значит, посвященная Крыму, причем это Дубинский. Вот чем, в общем, хорош в этом плане соцреализм, у него там нету, я не думаю, что у него там есть какие-то лирические герои, вот все описано буквально вот как жизнь описана. Без каких-то, значит, без каких-то фантазий, ну, лирически хорошо, конечно, написано печально, много печальных, грустных у него стихов. Так в Крыму у него была какая-то крымско-татарская. Он влюбился в девушку по имени, как он пишет, Нойбер. Нойбер – это там дифтонг такой, значит. Я выяснял некоторое время, что это за имя. Это тюркское имя, значит. Обычно там оно произносится как Нойбер.
Ну, крымская татарка, и вот он ей там посвятил стихотворение, как они в шлюпке плавали вдвоем по морю среди крымских гор. Кстати сказать, вот это единственное стихотворение, посвященное крымско-татарской девушке на идыше, я, по крайней мере, вот других не видел. Мгм. Надо будет перевести. Ну, в общем, вот такой вот все, буквально у него там, кроме стихов, у него есть стихи, посвященные, ну, советским героям там разным, ну, в общем, это понятно, просто как бы такие типичные, в общем, для советской. Про Кирова там есть у него, значит, стих там про Ленина, про Сталина, понятно. Вот. И интересная серия стихов об гражданской войне в Испании, где видно, вот как я считаю, это я написал, кстати, в статье, которая выйдет на этой неделе, что он проецирует свою жизнь, потому что у него там целая серия стихов, посвященных Испании. Понятно, он там не был в Испании, он пытается себя вообразить эту гражданскую войну в Испании. И одно стихотворение посвящено, значит, погибшему молодому человеку, другое посвящено погибшей возлюбленной, третье посвящено, значит, там маленькая девочка в кроватке не спит, а поэт ее, значит, успокаивает, что вот у вас там в Испании у вас война, а в Москве тихо, спокойно, дети спят, то есть вот такая вот серия стихов. И мы нашли очень интересную штуку, вот с Олей, когда мы там ее просматривали, там есть его, вот в этом экземпляре, который лежит в ЦВЛ в Москве, есть его авторские правки, редакторские. Ну, потому что кто бы еще стал карандашом, кроме автора, там перечеркивать какие-то строки и по-другому переписывать. Понятно, что он это... То есть туда попал его вот этот экземпляр, который он сам там, в общем, правил. Видимо, хотел, надеялся издать вторую версию. И все исправления, там вот этот испанский цикл, что интересно. То есть он как-то к нему очень так эмоционально относился, там строчки переписывал, какие-то Катрена хотел местами переставить. То есть для него это был очень важный, видимо, может быть, самый важный цикл, который он хотел немножко по-другому переиздать. То есть вот так вот интересно, когда читаешь стихи, пытаешься понять вообще биографию человека, ну, про которого ничего абсолютно не известно, в общем, по большому счету. И получается какая-то, в общем, реконструкция, какая-то картина, что вот у него была там и младшая дочка по имени Бейлка, и какая-то возлюбленная, значит, которая он знал по Киеву, потом он к ней переезжал в Москву, потом вот она вышла замуж, он ей все равно писал любовные стихи, надеялся, что она будет ему отвечать, потом она умерла. Вот, ну вот какая-то такая вот, в общем, интересная картина сложилась. И действительно про этого поэта, вот из всех остальных, в принципе, там Лена Сарашевская копалась в архивах, где-то нашла, даже фото нашла, я не знаю, как она ухитрилась, но вообще что-то есть. А про вот этого Дубинского просто вот ноль. Хотя поэт, в общем, действительно интересно. Такой соцреалист, в общем, там все стихи у него простые, без каких-то особых затейливых таких вот метафор, но, в общем, красивые, грустные, много печальных. Много печальных стихов. То есть то, что вошло вот в этот вот сюда, там наоборот очень такое хорошее, веселое стихотворение. Как-то оно так и называется, что как жить хорошо или что-то в этом роде, сейчас я найду. Ну, наверное, предчувствовал, что у него короткая жизнь будет. Да, потому что, в общем, вот у него эта грусть, радость у него какая-то такая наигранная. То есть, в общем, да, он что-то такое предчувствовал, потому что, в общем, написал А, Мир красив, да, вот такое вот положительное стихотворение The Belt is Shane, вот как мир красив, как все весело, радостно звучит. Но вот это стихотворение в сборнике у него последнее, оно как бы завершает на самом деле цикл мрачных стихов, очень невеселых, с очень невеселыми причудами. Так что, ну так, интересно. Да. Но вообще
талантливый. Я вот смотрю, вот это последние две строки в стихотворении об этой девушке, построены на анжебимане, переносе. Получается выражение «цветущая жизнь» разорвано буквально границей строк. Вот Да, как. да, это нет. Он был очень, в общем, он талантливым был поэтом, судя по его стихам, собственно, в сборнике. Они с братом, который вот, что там с ним случилось, мы не знаем, он не пишет, ну, то ли несчастный случай, то ли все что угодно могло быть. Там машина переехала, убили в какой-то драке, там, ну, мало ли что могло случиться. Но, в общем, совсем юным он, видимо, погиб, и они ходили по Днепру, вот по Подолу, он описывает эту картину, я вот хорошо помню Подол в 90-е. Видимо, вот у этих каштанов, у кленов, вот то, что он описывает, они гуляли, обсуждали стихи, значит, брат его там цитировал Гейне, то есть они, в общем, оба, видимо, были достаточно разбирались как раз, как стихи писать, это все написано, талантливо написано. Несмотря, в общем, на простую образность, но стихотворение, я считаю, оно такое яркое, сильное. И вот это противопоставление Солнца и Луны, что как бы Солнце это лето, которое приносит свет, а Луна там это какая-то подозрительная сущность осенняя, которая заглядывает в наготу обнаженных деревьев. В общем, все это как-то так классно написано. Я потом, так что потом вот перечитайте этот текст, я думаю, что я его, наверное, по-своему переведу для Штерна. Вот, а Оля, если ты хочешь, можешь попробовать свой перевод сделать. Попробую, но это, наверное, уже ближе к июню, потому что мы сейчас тут завалены курсовыми дипломными экзаменами. Да, текст классный. Текст классный, в Текст. том-то и дело, что, в общем, он при всей вот такой вот брутальной, в общем-то, простоте сюжета, то есть, в общем, это автобиографический текст, просто автобиографический, но, в общем, он очень проникнутый действительно вот этими образами осенней грусти, причем у него там повторялось вот осень, 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 может быть, он и погиб осенью, мы не знаем, собственно Да говоря. вполне может быть. Это получается как раз первые месяцы войны, у него, по-моему, Ну, там да, 41-й знак в одном из это как источников. в сентябре как раз еще продолжалась оборона Киева, может быть, в сентябре он А не конец погиб. То есть. октября это уже Бабий Яр был. Мог быть, конечно, и Бабий Яр, то есть, но считается, что он на фронте все-таки погиб, то есть, как бы, вот как Вергелес утверждает. Ну, в таких случаях мы часто не знаем, потому что могло быть всякое, что как бы пропал без вести, с фронта, значит, попал там в плен, и его там вскоре расстреляли, действительно в Бабьем Яру расстреляли, в общем, тут мы не знаем толком, конечно, ничего. Невозможно выяснить. Потому что другой какой-то, вот Григорий, или тот же, вот какой-то действительно с теми же датами, но родившийся в Сталина, утверждается в каких-то документах, что он погиб пропал без вести в Смоленской области, что не соответствует тому, что Вергелес пишет, значит, про Киев. Ну, вообще на этом сайте, к сожалению, путаница бывает. Я сталкивался много раз, потому что, в общем, документы, все эти похоронки, вот это все это наскоро, в общем-то, писалось. Зачастую какая информация была, в общем, так и писали, потом уже через много лет выяснялось, что как-то там было не совсем так. То есть я знаю на примерах там, своих родственников, что человек, который считал, что погиб на фронте, да, как бы, но на самом деле вначале его поймали, он в плену отправили в концлагерь в Ленинградской области, в Дачинском районе, и там через пару недель расстреляли и скинули в ров там со всеми, кто там находился. То есть, ну, в общем, такие детали иногда выясняются при сравнении документов, конечно, все это точно очень трудно выяснить. А про фотографии я уж вообще не говорю, то есть там, поди и найди его, там, не знаю даже что, паспорт какой-нибудь, какие-нибудь документы, кто их выдаст, должны быть родственники, чтобы все там получить. То есть, в общем, вот очень трудно такие вещи копать. Лена, конечно, молодец, я не знаю, где она эти вот фото, почти всех ухитрилась выкопать.
в архивах. То есть, в общем, они тут потрудились серьезно. Вот, был такой Шимон Лещук военный в форме тут. Мгм. Ну, там интересно, то есть вот эти, где они эти фото нашли, это, конечно, целая, видимо, была история. Да, так что вот, стихотворение классное. Мгм. Ну ладно, сегодня вроде Так, позанимались достаточно, несмотря на перебои, несмотря на глюки такие постоянные, в общем, всё. глюки сегодня просто феерические. Более того, у меня Да. еще Ну, периодически будем разряжается надеяться, что все-таки гарнитура. рано или поздно просто перестанут заниматься вот этой вот хреновиной, то есть, в общем, разрушать экономику, еще в это деньги вкладывают. Разрушать исследования, разрушать науку, разрушать экономику, как бы вообще ради чего абсолютно непонятно. Все равно как бы в Питере настроение у нас грозились в День Победы вырубить вообще интернет. Вообще. И, в общем, я видел это, что произошло, просто народ уже ожидал, что в интернет вырубят, закупился водкой, было очень много пьяных. Ну, потому что как бы предупредили, что интернет вырубят на День Победы вырубят. Наверное, я не слышал, но, наверное, поползли какие-то апокалиптические слухи, что вас вырубят, так, наверное, что-то тут жуткое произойдет. То есть все что угодно могли себе люди представить от атомной войны там до я не знаю чего. То есть, ну, как бы вот так. Ну и вот, в общем, я видел, что... отменили фейерверк, не было фейерверка, вообще не было ничего. Ни У нас парада, тоже ни не было. фейерверка, ничего. Грозились вырубить интернет. В конце концов, все-таки не вырубили, но результат был предсказуемый. То есть, в общем, народ сидел дома в мрачном состоянии. Я видел на улице, значит, там два мужика абсолютно никаких обсуждали, как они песни пели дома. Ну, вот так, то есть, картина. И на это еще деньги тратят. То есть, как бы, да, давайте все повырубим. И это, значит, ради вашей безопасности, давайте все повырубим, так что Сбербанк не работал. Ну, вот так. Так что, в У общем, нас будем практически надеяться, вообще что нет все-таки... интернета мобильного. У нас вообще не Да, да, работает. У да, нас все-таки работает только отвечу, да. 2G. Только 2G. Вот, в основном. Вот, быстрого интернета у нас в городе нет. Мы откатились обратно в 2000 год. Или в какой там. Да, ну ладно, мне тут уже звонят, так что Мгм. давайте тогда до следующей встречи. Давайте. А Звонок Гройсен, да? Гизелина. Да, Sei gesund, Гройсмен, Зайд за Gesund.